Всем добрый день! Приветствую вас, наши дорогие зрители, подписчики. У меня сегодня прямой эфир с Анастасией Журавлевой. Анастасия у нас онтопсихолог. Мы будем говорить о снах. Подождем сейчас, пока подключится Анастасия, и начнем наш эфир. Вот. Почему сны нас беспокоят? Что хотят нам сказать сны наши, да? Что хочет сказать нам наше бессознательное через сон? Так. Ждем. Да, приветствую всех тех, кто присоединяется к нам. Сейчас будем говорить о снах. Спасибо, что написали ваши сны. Мы постараемся их тоже разобрать. Постараемся вам сегодня дать информацию про то, почему нам нужно понимать наши сны. Почему это является неотъемлемой частью самопознания. Потому что Фрейд говорил, что сон — это королевская дорога к бессознательному. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете сейчас мне написать, а мы на них ответим. Так. Вот, вижу. Анастасия. Сегодня законнектимся с первого раза. Обычно у нас не получается. И это тоже нормально. Приветствую всех. Да, девочки, если у вас есть вопросы по вашим снам, вы можете писать, мы на них обязательно ответим. Мне вспоминается старый советский фильм про Аладдина. И там... Привет. Все хорошо, спасибо. Так, Настя, у меня почему-то, я тебе говорю, выйти прямой эфир. И может присоединиться. Так, давай и я тебе приглашение отправлю. Я нажимаю на все. Что-то должно получиться. О, yes. Получилось. Получилось. Доброго дня. Приветствую, только я тебя не вижу. Блин, что это такое? Я вижу тебя хорошо и слышу. Самое главное, что ты меня видишь. У меня всегда что-то такое происходит. Я всегда сама с собой в экране разговариваю. Сильная энергетика сбивает все информационные поля. Согласна. Настя, благодарю тебя за то, что ты приняла мое предложение поговорить про сны, за твое время. Вот, пожалуйста, представься, расскажи о себе для моих подписчиков. Ага. Меня зовут Анастасия. Я уже являюсь онтопсихологом. Онтопсихологией занимаюсь уже где-то лет так 6, уже, по-моему, 7-й год пошел. Со снами я знакома вот с того же периода. Все у меня на самом деле вообще приход в онтопсихологию был такой очень интересный. Я сейчас расскажу эту историю, но сначала все-таки побольше про себя. Я помимо психологии являюсь и бизнес
консультант и работала в таком российском стартапе, SEO бренда, и на данный момент вышла оттуда, но как бы часть бизнеса, это тоже часть моей жизни, и, наверное, меня всегда в целом по жизни интересовала психология, потому что как-то я даже тут поняла, что с детства у меня вот всегда было очень много вопросов к людям. Что я такая любопытная, мне нужны какие-то скандалы, интриги, расследования, сплетни, а мне действительно было интересно, а почему человек мыслит иначе, ну, нежели я, почему, допустим, наши мнения отличаются в чем-то. И я как-то всегда вот такой была почемучкой, и многие это считали как за такое любопытство. На самом деле это я сейчас четко понимаю, что это было вообще про другое. Всегда как-то мне хотелось глубже погрузиться в человека, изучить. И это, наверное, всегда со мной было. Но прям вот, чтобы я как бы погрузилась в психологию, это как раз был процесс, я была в бизнесе, и когда ты работаешь с командами, ты работаешь с людьми, тебе неминуемо нужно понимать, что происходит у людей. И вот как раз-таки, переходя к теме онтопсихологии, мне моя знакомая подарила консультацию у Елены Лютиковой. Это является моим таким первым и учителем, и тем, кто вообще как бы познакомил меня с этим направлением. Я до этого не была у психологов, мне казалось, что я понимаю себя, у меня все хорошо, и вот этот был стереотип такой, что, ну, идти к психологу — это какая-то жизненная должна быть проблема, серьезная, и как же вообще с этим, ну, у меня ничего нету, то есть что мне рассказывать? И вот она сначала такая: очень интересная женщина, посмотри. Я посмотрела, такая: да, ну, вроде бы как-то, ну, наверное, вот оставлю себе там в заметочках. И потом у меня день рождения, она мне просто присылает сообщение о том, что я тебе дарю консультацию, выбирай, там, офлайн ты пойдешь или онлайн. И я говорю: ну, я пойду онлайн, потому что офлайн мне было страшно. Я написала Елене, и она тогда, помню, удивилась, она спросила: какой у вас запрос? Я говорю: мне вашу консультацию подарили. Она говорит: ну, как это, в смысле? Я говорю: нет, ну, запрос у меня есть, давайте, как бы, раз я уже здесь, я хочу там, ну, не помню, писала, что-то было такое общее, себя получше узнать. И вот тогда впервые я попала на онтопсихологическую консультацию. Я тогда не понимала, что это за направление, но было очень интересно. Мне, конечно, очень понравилось. И как-то так это интересно совпало, что Елена, она открыла свой канал как раз через пару недель после консультации. И она отправила ссылку, что вот там будет информация, если хотите, присоединяйтесь. Я присоединилась, и на тот момент это было совершенно еще не популярно, никто не вел каналы, тем более вот аудио, там, подкасты. И Елена начала рассказывать про как раз-таки про это направление, про вообще там, про людей. И я в какой-то момент, я сначала так, ну, думаю, надо время. Я уже понимала, что информация будет глубокая, вот просто на ходу вот так включить, послушать, как бы нет. И я как-то оказалась, такой был момент у реки, я вот включила, все послушала и поняла, что вот просто максимальный матч с тем, что вот она говорит, как она это рассказывает. У меня прям вот откликается все, нет никаких сомнений в том, что вот здесь, и, мне кажется, не так. Как-то вот как будто бы это все каким-то пазлом сложилось в моей голове вот с того периода, как я вообще в целом и сама там работаю с командами, и вот опять же мое вот это любопытство к людям, и оно все как-то стало заворачиваться, и потом она запустила как раз первый курс по снам, наверное, онтопсихология вот более в профессиональном теме. Я зашла в тему снов. Это был практикум для начинающих, для того, чтобы разобраться с теорией снов, разобраться вообще во всем этом. А это было вообще интересно, потому что я до этого в том числе, я всегда много чем занималась параллельно с бизнесом. Я изучала и астрологию,
Я училась харарной астрологии, тоже там не какой-то небольшой период практиковала. Еще какие-то вот практики. Мои основатели брендов, в которых я работала, они были такие тоже очень интересные люди, ну и есть. Они делали йога-туры, мужчина был преподавателем медитации, женщина там йога, и вот это все так объединялось, еще это они объединяли тоже с бизнесом, и вот эти все процессы, то есть оно все вот как-то всегда у меня получалось, наверное, соединять вот материальное с духовным, ну, в какой-то своей интерпретации. Я не могу сказать, что я прям нашла в этом баланс прям полноценно, но понятно, всегда нас немножко бывает качает. Ну и как-то вот сны, я такая, о, ничего себе, это наука, вау, типа классно. И как-то оно все вот так закрутилось. Потом онтопсихология, она вот просто как вошла в мою жизнь сны. Ну вот оно так как бы не вышло. И вот этот весь период я изучаю, и вот в прошлом году закончила как раз университет по онтопсихологическому факультету, Поздравляю. потому что я как бы поняла, что мой такой самозванец, перфекционист внутренний, он такой, нам нужен, ну, если мы чем-то занимаемся серьезно уже, нам нужен Да. диплом. Мы не можем просто, даже несмотря на то, что вот это мы обесцениваем свой опыт, который мы вложили, ну, плюс мы все равно живем в нам нужно какое-то подтверждение все равно людям, да, того, что ты действительно являешься специалистом, а не просто какой-то там человек, который, ну, тем не менее, пока оно есть в пространстве. И я, честно, рассматривала разные направления, но я подумала, ну, я онтопсихологию в целом уже понимаю, ну, как бы знаю, ну, не на 100%, наверное, может, там, не знаю, на какой процент, потому что я чем больше изучаю, тем мне кажется больше, что я ничего не Не знаю, знаю. такой вот процесс, да. И я думала про разные направления, изучала там психоанализ, вот юнгианство тоже мне очень интересно. Еще какие-то изучала, тоже спрашивала у людей, кто как, какие вообще там инсайты после обучения, кто где был. И как-то все равно потом меня все равно закольцевало вот в эту психологию, потому что я поняла, что у меня может случиться такой внутренний конфликт, потому что база. Мгм. И как бы я поняла, что да, я ее знаю, но все равно углубить вот теорию. И я могу точно сказать, что за время обучения действительно я как будто заново вот теорию познала, и в том числе и снов, и вообще вот всего того, что там есть, и как будто бы снова с новым каким-то вот таким этапом зашла в эти процессы все, поэтому сейчас уже вот к окончанию, даже чуть раньше, как бы я веду практику, практикую, мне очень интересно, но, наверное, пока я не могу сказать, что это прям полноценно такое мое направление. Вот я вот переквалифицировалась только в психолога. И так всегда, мне всегда как будто чего-то одного мало, поэтому до сих пор тоже и в каких-то там бизнес-процессах нахожусь, там как-то консультирую. И я занималась тоже 3 года стилем, была персональным стилистом, тоже такой был интересный этап. И туда я зашла тоже через психологию, потому что попался просто такой уникальный, я бы сказала, курс, который запускала девушка. Он назывался «Стилисты нового поколения», потому что там психология соединялась со стилем, ну, потому что стиль это чистая психология. То, как мы выглядим, то, как мы себя преподносим, как мы вот управляем этим впечатлением, как вообще, почему мы выбираем ту или иную одежду, почему мы выбираем тот или иной цвет в одежде. И вот это все, оно как-то вот так по крупичкам, в общем, собираю разное и объединяю это во все. Но так как это так это вкратце, вот, на 15 минут я рассказала. Но так как мы сегодня разговариваем про сны, это моя, наверное, самая любимая тема в психологии. Это инструмент анализа, получается, психических процессов человека через образы, через сновидения, потому что сны, они показывают наше бессознательное. То есть это такой, я бы сказала, рентген, потому что в жизни, в реальности
ну, в реальности в кавычках, потому что мы еще тут можно поспорить, а что есть реальность, сон или то, как мы, где мы живем, когда мы день проводим. Но у нас закрыта вот эта бессознательная часть, а во сне эта граница смывается, и все, что есть в бессознательном, оно выходит. И почему это такой уникальный ключ к каждому человеку и такая очень, очень сакральное знание, потому что это вот то же самое, как человеку видеть голым. Если человек понимает сны, умеет их интерпретировать, ему достаточно услышать один-два сна, он понимает, что сейчас происходит с человеком. То есть сон это не... Да, бывают там сны предсказания, но мы глобально все равно, я бы сказала, там 90% людей все-таки снятся больше сны вот про их реальность, про их бессознательное, про то, что происходит с ними, потому что пока у нас есть большая часть бессознательного занимает нашу как бы личность, то мы просто не можем ну, быть собой как бы настоящими. А сны — это наш помощник. Сон всегда скажет: смотри, у тебя вот здесь есть вопрос, надо вот сюда посмотреть. У них есть иерархия, они рассказывают в первую очередь про здоровье человека, потому что если что-то не так с телом, сон всегда в первую очередь это покажет. Если как бы все там более-менее, потому что, ну, я думаю, что в нашей реальности, в нашей жизни полноценно на 100% здоровых людей все же нет, все равно у кого-то что-то. Но если это как бы что-то там такое, что не мешает человеку в развитии и не помешает ему в дальнейшем в его реализации, сон будет тогда уже вторым этапом показывать вот эти бессознательные процессы. А следующим этапом, если мы уже больше как бы свой бессознательно открываем, или есть люди, которые подключены к определенным каналам, где они могут соединяться, скажем так, с тонким миром, то им, несмотря на их бессознательное, как через этот канал могут передавать информацию. Либо про других людей бывает такое, я таких людей встречала, либо вот, соответственно, это уже сны такой прозрачной реальности, они уже, это такой level up, они снятся тем людям, которые уже хорошо себя понимают, они в контакте с собой, и им доступен уже не свой бессознательный слой, а, скажем так, бессознательное, вот как в фильме «Матрица». То есть есть матрица, а человек может за грани этой матрицы выйти и увидеть, а что происходит с человеком вообще в целом, да, вот как с человеком, с человечеством, что происходит в мире, какая-то может такая информация подгружаться. Ну и есть еще такой момент, многие говорят, там, мне сны не снятся. Да. Я не знаю. Сны снятся всем. Потому что у всех у нас есть бессознательное. И сны как бы неминуемо снятся. Тут вопрос есть физиологический, на каком этапе фазы сна мы просыпаемся. Плюс будильник, которым пользуется 98% населения, будильник мешает, соответственно, именно запомнить, потому что сон — это то, что оно такое легкое облачко, оно очень быстро развеивается. И у нас нет культуры запоминания снов, нам никто об этом никогда не рассказывал. В детстве, я думаю, многим, когда снились там детям кошмары, они там: мамочка, мне там приснилось, они говорят: ой, да ладно, это просто сон, забудь. Мгм. И вот это просто сон, мы блокируем это, и многие воспринимают сны, интерпретация снов, это вот я открыл сонник, Да. что-то там почитал. Я думаю, что как бы кто ни говорил, я не верю во все это. Я думаю, что большинство людей в своей жизни хотя бы раз пользовались этим сонником, Заглядывали. особенно когда ты просыпаешься, и сон настолько тебе казался реальным, он настолько тебя чем-то поразил, что ты просто не можешь... Вот это облако, оно настолько плотное, что оно просто не рассеивается.
и ты немножко начинаешь путаться, а это было вообще реально, это что? И тебя настолько это впечатляет, потому что, ну, это с тобой происходило. И когда ты не знаешь, что делать, ну что ты идешь, посмотришь в Соник, конечно же, а там разные страсти написаны, и люди такие, ну все, кажется, мне, кажется, все будет плохо, или наоборот, ты увидел какой-то хороший как бы образ, такой обрадовался. Но я даже проводила эксперимент такой, у меня был период такой активный рассказов в социальных сетях про сны, пила вот эту тему соников. То есть соник на самом деле, ну, понятно, что это тоже было написано людьми там не просто вот откуда-то. То есть это какая-то средняя статистика, какая-то выведенная, по моим Мгм. ощущениям, из чего-то там среднестатистически из жизни. И вот, наверное, он-то психологический подход к интерпретации снов, он сейчас все-таки, если вот в эту тему погружаться, является таким самым передовым в том плане, что мы образ смотрим, исходя из того, насколько он в жизни для конкретного человека функционален, там, полезен, приносит пользу в целом для человека и для как бы его жизни. Ну, вот пример там яблоко, например, я люблю яблоко, а у тебя, допустим, на него аллергия. И во сне у каждой из нас яблоко будет нести свой контекст. И мы не можем прочитать просто соник, да, что значит яблоко, среднестатистически у человека, у мира, что, и понять, что вот оно вот как бы вот так является вот этим. И я делала вот эти эксперименты через, то есть в онтопсихологии есть мир образов. Ну, кто-то скажет, ну, это тот же Соник. Но на самом деле нет. Профессор, он описал определенное количество образов, самых часто повторяемых во снах. И по большей части, конечно же, там очень много есть образов, которые несут негативный характер. Почему? Потому что ну, потому что все-таки бессознательно, если оно с нами разговаривает, оно у нас такое большое, чаще всего есть процессы, которые оно показывает. Смотри, тебе нужно здесь... Это не говорит о том, что человек там плохой, или у него все будет плохо, потому что встречалась тоже с тем, что когда человек не знающий, это тоже такая очень достаточно тонкая, опасная вещь, когда человек не знающий, он читает, и он просто взял книгу, он такой, о, мир образов, ну, новый Соник, мне сказали, что можно по нему понять. Он читает, он, во-первых, не может понять, потому что сложным языком написано о чем там, и все, это вот прям был вот пример из моей практики, что человек просто, у него супер отрицание на это случается, он такой, нет, мне всегда снилось вот там, мне всегда снился снег, но для меня это в жизни, я чувствую вот, что это хороший знак, ну как бы, и я, ну вот, то есть прям так я не может вот этого быть, потому что в любом случае с этим тоже нужно быть, то есть нужно понимать, о чем ты читаешь, и поэтому все-таки со снами иногда самому просто невозможно разобраться, потому что даже если ты имеешь вот этот мир образов, потому что есть моменты, которые сложно учитывать, и нам себя всегда сложно анализировать. Даже суперспециалисту, даже я могу сказать за себя, что все равно очень хорошо знаю эту тему, очень хорошо видя как бы, что происходит у других людей во сне, это как бы, ну, ты как зеркалом являешься, ты со стороны, потому что не погружаешься. А когда дело касается твоей жизни, начинается... У меня вот был пример такой, что мне перед поездкой, точнее, даже еще не было поездки, мне приснился сон о том, что вот я встретилась со своими друзьями, мы вот там, у нас, мы собирались приготовить еду. И потом что-то случилось, что мы эту еду так и не приготовили во сне. Мгм. И потом мне пишет моя подруга,
интересно, через пару дней, говорит, давай созвонимся. Мы созваниваемся, она говорит, слушай, она в другой стране живет. Она говорит, приезжай в гости, у меня там сейчас отпуск, я, в общем, это, как раз мы хотели же встретиться. И я такая думаю, так, и мне сразу такая, сон, мы же там вроде как есть собирались, значит, поездка, ну, все будет как бы хорошо. И я еду в итоге туда, и потом как бы поездка сама, все было прекрасно, но там были некоторые нюансы, которые произошли. И тут я вспоминаю этот сон и понимаю, что у нас как вот мозг работает? Он берет только позитивное, он такой, ну я же знаю, я все поняла, все будет хорошо. Но я тут вспоминаю вот эти другие детали, которые были во сне, я такая, вот оно что. Вот оно что Мгм. на самом-то деле показывало. Теперь я поняла. И как бы вот это теперь я поняла, потому что, ну, если бы я пошла, условно, к консультанту с этим сном и спросила бы, мне вообще, ну, надо ехать или не надо, может быть, ответ был бы и нет. И вот это такой пример, как раз, что даже несмотря на то, что я очень, там, 6 лет уже занимаюсь этой темой, постоянно хожу вот на супервизии к Елене, постоянно вообще как-то интересуюсь этой темой, читаю что-то про это, плюс практика какая-то личная, да, с клиентами, но все равно себя всегда сложнее считывать. А что уже говорить про людей, которые, ну, впервые с этим столкнулись. Естественно, они читают мир образов, какой-то негативный образ, и все. Они посыпают уже за голову пеплом, у них Да, все, да, они да. вот умирают уже завтра, и это еще, то есть это еще сильнее блокирует какую-то информацию, которую на самом деле сон просто показывает, как вот так, как калька. Мгм. А, Вот. а, Согласна. Согласна с тобой, потому что, ну, иногда, когда ты тоже, я как бы, да, с тобой в одной сфере, и даже я, бывает, читаю мир образов, и мозг же защитный механизм включает же, Да, да, поэтому нужен оператор, через которого можно понять, про что твой сон, что хочет сказать твой бессознательный. И это экономит время и ресурсы, самое главное. да. Это правда, потому что если мы говорим про терапию, те, кто консультанты, которые работают со нами, и это не только есть в онтопсихологии, есть еще в других направлениях тоже как бы работа с этим. В любом случае, если человек владеет этим инструментом, ему гораздо проще прочитать бессознательное, потому что когда мы не используем сны, мы немножко на ощупь идем. Мы как бы мы проверяем, либо мы чувствуем это внутренне, ну, то есть сильная интуиция, и нам приходит, опять же, вот эта работа образов, нам приходит через образ какое-то ощущение про человека, и мы видим, но нам всегда рациональности еще часто нужно доказать, что я действительно понял правильно, потому что терапия это же такой очень тонкий момент. Ты вот немножко не туда вступил, и человеку уже не на ту тропиночку повел. А сны, они сразу подтверждают и твои все гипотезы или опровергают их. То есть они очень точный срез дают именно того, что сейчас происходит с человеком. Это такой важный момент, потому что есть такое, что повторяющиеся сны. Если сны повторяющиеся, то они очень сильно о чем-то сигналят. И тогда, конечно же, если сон повторяется, с ним можно прийти, и как бы он будет и сейчас актуален. Но если тебе сон приснился там месяц назад, ты приходишь с ним, то это может быть сейчас в твоей жизни не актуальной темой, потому что она была актуальна тогда. Мгм. Но все равно есть что-то, что тоже будет как материалом, да, в глобальном понимании бессознательного человека, да, каких-то его процессов. Но именно вот эти во сне просто всегда есть, что с тобой происходит, почему причина, и сон часто показывает ключ, а что надо сделать, чтобы ну, твоя жизнь поменялась, какие шаги ты должен сделать для того, чтобы оно все вот стало по-другому.
И как раз-таки вот этот самый главный ключ, это самый тонкий момент, который сложнее всего вот как бы Выявить. читать, выявить. И, естественно, если этот ключ давался месяц назад, то уже другой месяц, новые двери перед тобой, и тем ключом ты ее не откроешь. Мгм. Да, бывает, Поэтому, что ты помнишь какой-то момент, то есть самую какую-то кульминацию, да, а ключик, он же еще глубже. да. А ключик как раз и самому сложно понять. Это вот всегда легче через оператора, потому что человек, когда помогает тебе, например, когда к тебе обращаются, и вот человек рассказывает сон, как Мгм. ты, через что ты смотришь? Я в этот момент отключаю рациональность, Мгм. потому что, конечно же, если ее не отключить, включается сразу теория, и ты начинаешь из этого, там, меня научили вот по этой схеме. Я за время практики научилась информацию переводить в как бы такое интуитивное свое пространство. И мне просто вот через, я бы сказала, я считываю образы, но я их считываю не картинкой, а Мгм. вот такое яснознание приходит. Мне просто Мгм. приходит вот это про это, вот это про это. Даже иногда я сталкивалась с таким, что что-то пришло, но будто бы в самих образах этого, ну, это не совсем было. То есть, если только взять, ну, условно, просто технически взять все образы из сна выписать, посмотреть интерпретации, можно, конечно, интерпретацию собрать, но она Мгм. всегда глубже, и плюс еще для каждого человека, опять же, как я уже говорила, да, один и тот же образ, он может быть по-другому. Тебе просто вот приходит информация, и иногда, ну, люди, они такие: "А как ты, откуда это взялось?" Вытащила. Я не знаю. Просто и оно обычно вот попадает. И оно попадает, и как-то человек такой, вот ему каза он же все равно, рассказывая свой сон, каждый человек, он свой сон все равно тоже как-то же понимает. У него же как-то какая-то уже есть к нему интерпретация, какие-то, опять же, ассоциации с чем-то, да, что приснилось, с людьми, которые там были. У него что-то свое. Но тут вопрос же в том, что насколько он близок к истине и насколько он от нее далек. Чаще всего люди от нее далеки, потому что как раз-таки они, ну, в таком каком-то своем свете видят ситуацию. Человек же Допустим, еще может привирать, правильно? Бывает же, что... в консультировании 100%, но если он рассказывает сон, там невозможно соврать, потому что он же не понимает, как сон интерпретируется. Когда ты Мгм. просишь человека, просто расскажи свой сон, если ты его помнишь. И я вообще, ну, как бы прошу, да, перед консультациями запоминать по возможности сны. И человек, если рассказывает сон, он просто рассказал технически, да, вот мне приснилось, я пошел туда, встретил того, мы взяли то, сделали это. И в этом во всем уже как раз-таки бессознательное, ну, оно вот просто все на показ. То есть даже если он хочет где-то приврать, ну, сам даже для себя не понимает этого, потому что мы же бессознательно часто что-то говорим, что-то упускаем. А как раз-таки вот в процессе интерпретации сна это просто ну, невозможно. Но только если Мгм. человек полностью или там частично изменит свой сон. Но чтобы это сделать, это нужно понимать процесс, чтобы понять, а что я могу сказать, а что не могу, чтобы интерпретация была в мою пользу, условно, чтобы меня там вот это похвалили, сказали, у тебя будет все хорошо, ты вообще молодец уже, и все тебе да, ни с чем работать не нужно, это отправляйся в жизнь. А как вот люди обычно ко сну не относятся серьезно? То есть сон — сон. Но я знаю, что в онтопсихологии есть определенные правила отхождения ко сну. Ну, это как раз про что я говорила, есть культура вообще Мгм. Расскажи, пожалуйста, сна, про нее. культура запоминания снов.
ну, для того, чтобы хорошо запоминать свои сны, наверное, самое элементарное — это, конечно, физиологический режим человека, да, если я легла поздно, если я много каких-то имела контактов вечером, неважно, живых или там сейчас контакты, они же везде там, да, то есть, Мгм. то это все немножко поле тоже засоряет, могут семантические сны быть, это в этом случае, когда сон тебе снится про реальность другого человека, но это реже, и там есть определенный момент, когда ты просто обычно ни в чем не участвуешь. Если ты хоть в чем-то участвуешь, то все, неважно, какие люди тебе снились, сон всегда про тебя говорит. Он никак, ну, редко говорит про что-то другое, про кого-то другого. Сны, они всегда, кто мы во сне, кто с нами рядом, какие люди, из каких событий, из фильмов какие-то сцены. Это все всегда о нас. И вот культура запоминания сновидений — это как раз-таки соблюдать режим, но даже если это невозможно, хотя бы перед сном, то есть это какое-то такое для себя спокойное пространство, успокоиться, там, не по возможности не пользоваться телефоном, вот, как бы это связано с физиологической тоже частью состояния там, здоровья своего. В общем, отойти ко сну в спокойном состоянии. Это важно. То есть не быть разогнанным, не быть каким-то напряженным, если действительно был сложный день. То есть перед сном можно, ну, кто как успокаивается, все по-разному. Для кого-то это практика какая-то, какую-то сделать практику, для кого-то это просто подышать, для кого-то это просто, может быть, элементарно полежать в темноте, то есть чуть раньше лечь, отложить там все гаджеты, просто спокойно, постараться как-то настрой, в общем, настрой на сон там. Можно вечернюю там ванну принять. Ну, как, в общем, какой-то релакс вечером, вот это вот замедление, оно важно для запоминания снов. Далее утром, ну, желательно просыпаться без будильника, как бы настроить какие-то свои биологические ритмы, даже если вы встаете рано, как раз-таки это вот про настройку режима, чтобы вы могли встать без будильника, проснуться самостоятельно. Когда мы просыпаемся самостоятельно, нам снится за ночь обычно не один сон, там от 4 и более. И Сериал. мы, да, и чем больше мы, во-первых, еще самое важное, это акцентироваться на этом. То есть себе дать внутреннюю установку. Я хочу запоминать свои сны, я хочу увидеть, что мне снится, как бы, и, скажем так, поверить в то, что сны мне реально снятся, просто я их не запоминаю. И вот на это настраиваться. Когда мы утром просыпаемся, опять же, начать утро, это физиология наша, начать утро плавно. Не вот это я вскочил по будильнику и куда-то побежал. Если я вскочил по будильнику, уже побежал в душ, вода смывает информацию, в целом любую, очищает. И сон тоже просто, ну, напрочь уйдет. Тут нужно спокойно проснуться, немножко еще полежать. Но полежать не с телефоном и с рилсиками, вот это вот все, а спокойненько полежать, там на один бок повернуться, на другой, и попробовать вспомнить чувства, то есть с какими чувствами я проснулся. Потому что мы просыпаемся уже в каком-то настроении и состоянии. И это связано и с физиологией, потому что мы там могли поздно уснуть, там что-то на ночь поесть или еще что-то. Но в то же время и какой тип сна нам снился, да, о чем это было. Эти эмоции, они утром при пробуждении, они в нас остаются. И вот если мы не помним образы, мы заходим через эмоции, и эти образы могут начать подгружаться. И эта практика фиксирования даже маленьких кусочков, маленьких образов. Мы сначала вспомнили 2, на следующий день мы вспомнили больше. И потом у нас один сон, потом начинается, что прогружаются уже все сны, ты начинаешь все это помнить. У меня
была клиентка, она очень ответственно подошла к тому, что ей нужно запоминать сны. И она прям просыпалась. Мы же все равно ночью тоже просыпаемся. Ну, то есть у нас есть эти фазы. Кто-то встает там, водички попить, еще что-то, кто-то не встает. Вот она была из тех, кто встает, и она записывала сны прям ночью на диктофон. То есть, потому что она говорит, когда я просыпаюсь, я уже большую часть не помню. Но это, опять же, как бы у каждого есть какие-то, это такой отдельный лайфхак. Я не рекомендую, конечно, так делать, потому что все-таки нам важнее физиологически спать и не включаться в какие-то процессы и брать телефон и свет там на глаза делать. Ну, то есть и записывать. Лучше, конечно, от руки завести дневник снов, но сейчас такой очень быстрый мир, все быстро, поэтому у нас есть телефон, вы можете завести себе отдельный канал свой, где вы будете записывать сны на диктофон или писать, кому как удобно. Можете записывать просто на диктофон, можете записывать в заметки сны. То есть все, что вам удобно, главное просто вот это делать. И еще есть один момент, когда самое всего то, что я сказала, важно, это фокусироваться на этом. Потому что мы можем все вот это проделать, но не вспомнить, даже через чувства. Но в течение дня со мной такое бывает. Потому что Флэшбэки. я тоже периодами, как бы иногда я прям сны идут, и ты их записываешь, и все. Иногда как-то ты переключаешься на какие-то другие процессы жизни, и как бы у тебя нет фокуса на снах, и они где-то могут не прогрузиться. Но у меня, если не прогрузилось, то в течение дня, вот просто, допустим, у тебя был образ какой-то во сне, что ты смотрелся в зеркало. И вот я смотрю в зеркало утром там или уже вечером, и что-то просто всплывает, хоп, и ты вспоминаешь половину сна. Потому что это как триггерные точки, которые ты проживал во сне. Если ты что-то в жизни похожее у тебя в течение дня происходит, у тебя может этот сон догрузиться. И в этот момент просто нужно не полениться и записать его. И вот такую вот практику себе, и чем больше мы туда мысленно отправляемся и настраиваемся, что мы хотим, это самое главное, настрой, то тогда все будет получаться, и мы будем запоминать наши сны. А что ты думаешь по поводу дежавю? То есть часто бывает, я это видел во сне, я точно видел это во сне. У меня такое ощущение, что я это уже видел. Это А, сон или что? Дежавю очень такая интересная вещь. Она может быть и сон, а может быть и что-то из прошлых жизней. То есть, Оно по-разному. то есть мы что? Мы проживаем эту жизнь по несколько раз? А, Знаешь, у меня есть такая Каверзный теория. вопрос. Это интересный вопрос такой, я бы сказала, риторический. Но есть такая теория, которая сейчас особенно мой ум занимает, скажем так, и я ее немножко, ну как-то так тестирую, изучаю, Мгм. что на самом деле, ну, мы живем в мире, где есть пространство и время, да, вот так оно устроено, и есть материя. Но глобально Вселенная, она сильно больше, чем наш мир, и во Вселенной пространства и времени нету, оно бесконечно, то есть это как мультивселенная. И вот есть фильм такой «Все везде и сразу», Да. есть сериал «Темная материя». Да. А, А еще есть а, фильм «Дежавю». Вот «Дежавю» еще не смотрела, Не посмотрю смотрела? тоже. Посмотри, ага, классный фильм. И там очень хорошо показана вот эта теория, которую я сейчас хочу. Ты живешь, вот есть много разных реальностей, с множеством вероятностей. Это как в жизни мы делаем выборы, и у нас всегда есть выбор. И это множество вероятностей, какой дорогой мы пойдем. И вот в этом мире я делаю этот выбор, я становлюсь в другом мире, я делаю другой выбор. И я вот, как я иногда говорю, что я в альтернативной вселенной где-то стоматолог, потому что Да, я об да, да. этом на самом деле думала. Если бы я сейчас, понимаю себя, сделала этот выбор, когда я все-таки поступала в университет, то моя жизнь, она бы сильно была бы другой. Она, конечно, может быть, и привела бы меня в психологию, но все же
медицина это, ну, это уже другая часть, это тоже такая помощь людям, но в другом пространстве. И вот эти дежавю, то есть мы можем иногда есть такие места, где вот это пространство и время вот на нашей планете, они немножко подстираются. И попадая в это, и еще что-то, мы можем испытывать это. Но в том числе я не за то, чтобы что-то абсолютизировать. То есть оно, опять же, нельзя однозначно. Это всегда конкретный человек, конкретная ситуация, и в конкретной ситуации можно сказать, откуда это. А Да. абстрактно у этого может быть много причин, в том числе и сон. Потому что у меня такое было много раз, когда я вот прям физически, ты, не знаю, там, расческой расчесываешь волосы, и вот тебе подгружается, что ты то же самое делал во сне. Да, Прям да. вот то же самое. Ты понимаешь, что ты заславливаешь дежавю, но так как бы, если ты не настраиваешься на сны, то ты думаешь, со мной это было. А оно просто на самом деле тебе сегодня снилось. И тебе просто пришел этот образ, а ты можешь уйти в это волшебство. Я попал в пространство без времени. Ну, там, как бы, ну, все-таки это... Оно имеет место быть, но не нужно сразу убегать, а то люди любят приукрашивать. Да. Ну, то есть это кого-то пугает, кто-то говорит, что я, видимо, куда-то туда не иду. Что говорит по этому поводу онтопсихология, профессор Менегетти? А можно как-то углубить вопрос? Наверное, я не очень поняла. Про дежавю. Пугает. Онтопсихология, она как отрицательно к этому, положительно или вообще нейтрально? Я бы сказала, что в моем понимании вообще, за что я люблю антропсихологию, она вообще ничего не отрицает. Профессор не говорил напрямую никогда там про энергии, про эзотерику, но тем не менее он все это применял, он об этом отчасти писал. И как вот у меня был эфир с Еленой Тютюник, мы об этом говорили, что если ты понимаешь какие-то процессы и внутри ты это соединил, то когда ты читаешь его книги, ты четко очень понимаешь, что вот он сейчас об этом рассказывает, вот он об этом пишет. То есть он создал эту науку, он ее условно запатентовал, да, как бы привнес в научный мир свое видение, и он фактически доказал, что у человека есть душа, и он описал ее 15 критериев. Но если Да. он доказал то, что у человека есть душа, как может онтопсихология отрицать то, что есть дежавю, что есть там, да, вот, которая в том числе вот этом пространстве времени или прошлых жизнях, или еще чем-то. Ну, то есть это все, вот мне за это, наверное, и нравится, это то, что там нет категоричностей. Это наука, которая изучает человека, конкретного человека, и как конкретно человек проявляется в бытии, в мире, и какой у него проект, и то есть как он может подключиться к бытию и быть в потоке вместе с ним. Поэтому я бы не сказала, что он-то психология это отрицает. Это, ну, Благодарю, все Анастасия. процессы. Да, потому что есть мифы по поводу онтопсихологии, Много. и да, их очень много. И я хочу, цель, да, моя, стереть эти грани, доносить до людей, что онтопсихология самый крутой инструмент и в моей жизни, и для жизни других, что эти книги нужно читать, нужно углубляться, познавать эти знания, потому что онтопсихология — это как раз про самопознание. Да, это так и есть. И я сейчас вижу тоже такой момент, что ну, нужно быть настолько сильной личностью, чтобы вообще идти в создание и доказательство, да, своего видения этого мира и передать его дальше. И профессора уже нет, его наука, она живет, она продолжается, и это просто невероятно прекрасно, да, она не популяризирована, как психоанализ там, или тоже юнгианство, или другие направления, тоже относительно молодые, как бы, но онтопсихология, я думаю, что она, скорее всего, все-таки уже не оборвется, потому что она находит
отклик в определенном, я бы сказала, типе сознания человека. И когда ты с этим соприкасаешься, ты находишь очень много ответов на те вопросы, на которые ты не мог найти ответы, пользуясь другими методами. И это Да. не про то, что только онтопсихология работает. Она просто в ней есть те открытия, которые очень сильно дополняют вообще в целом понимание о человеке. И моя мысль основная была, что это очень про мифы, что это очень просто сильно идти нужно быть человеком с таким внутренним стержнем и верой в то, что ты делаешь, просто непоколебимой, потому что профессор, он а, из Италии, он итальянец, но в Италии, я не знаю, как оно сейчас, думаю, что тоже оно все-таки этим стереотипом как бы у кого-то осталось, но в тот момент, когда он это все создавал, его считали там сектантом. Да. Ну, и как бы и ты, преодолевая все это, ничего не бросаешь, тебе не кажется, что ты что-то не так делаешь, ты просто веришь в то, что ты делаешь, и ты просто это делаешь. И это невероятно, что ему удалось полноценно не просто сделать открытие для себя, да, или какой-то, скажем так, компании людей, которая тоже пошла за ним как за учителем и поверила ему, а он все-таки сделал очень масштабную вещь, он это привнес в науку, он это доказал, и это преподается в университетах, я бы сказала, по всему миру. Онтопсихология, она не вот только где-то там, это есть везде, это очень... За что еще я ее люблю, что она очень сильно, как раз-таки, она очень часто используется в бизнесе, очень много предпринимателей применяют. И когда я училась, у нас было, наверное, наша группа была, это было 80% предпринимателей. И один из них, он там уже давно в бизнесе, у него там крупный строительный бизнес, и он сказал, что я так рад, что я попал сюда, и я теперь понял, что мне никакой... Я думал про MBA, но я сейчас понял, что это такой детский сад по сравнению с онтопсихологией, что если ты уже знаешь онтопсихологию, тебе никакой MBA не нужен, он тебе не Да. поможет в бизнесе. А вот это просто очень прикладная к жизни наука. То есть это не просто какая-то теория, которую человек, ну, как вот это, не зашла она ему откуда-то, он ее описал, Мгм. и как бы такой, ну, в теории вот так. Оно все на практике применяется, оно все работает. И для меня, наверное, как раз-таки вот то, что я рассказывала, да, про мою первую консультацию в онтопсихологии, я потом просто увидела, как это, ну, как это работает в жизни. Если ты делаешь, то у тебя просто все меняется. Твоя жизнь меняется, и ты приходишь как бы все ближе и ближе к себе настоящему, все лучше и лучше себя узнаешь. Мифы всегда есть, особенно там так создана жизнь в противоречиях, потому что если что-то работает, особенно работает, то там будет очень много мифов. Почему туда вам идти не надо? Почему вам не надо это делать? Потому что там все плохие, потому что там никто лучше не жениться, женщины вообще опасные существа и все такое. В общем, ну там много всего, но нужно быть исследователем для того, чтобы не верить тому, что говорят, а идти и проверять самому. Вот я, наверное, поэтому всегда и изучаю разное, потому что мне важно самой через себя пропустить и увидеть, а действительно ли это так или нет. Потому что, ну, все, во что ты веришь, оно так в твоей жизни есть. И, конечно, удобно переложить свои какие-то вопросы, своей нереализации, неуспешности на ту же онтопсихологию и сказать, ну, я был на консультациях, у меня там все стало только хуже, или не знаю, или вообще моя жизнь разрушилась, как в этом рилсе. Я пришел восстановить отношения, я пришла восстановить отношения с мужем, а вы мне уже полгода говорите о чем-то другом, но у меня ничего не поменялось. Ну, подумаешь, я это там с работы нелюбимой ушла, ну вот еще там что-то у меня произошло, я стала лучше себя чувствовать, я там пошла на танцы, я там еще что-то сделала.
ну, с мужем-то я так и не разобралась. А вот пошла к астрологу, а он мне все сказал, что у нас там совместимость, и все будет хорошо, и мне надо за него держаться. И ты просто, ну, вот рука лицо, и ты думаешь, ну, как бы рано, наверное, вам еще понять, что как бы все хотят поменяться в сознании, но в реальности они этого не хотят. И Не тут, хотят узнать правду о себе. ну да, это же, ну, это сложно. С собой настоящим познакомиться, это иногда очень больно. И нужно Да. принять себя полностью, не только все свое хорошее, какой я молодец, какой я умничка, где я все сделал, а все и плохое, то, что я делал, то, что я, возможно, люблю делать, а возможно, я еще и вот такой, а я еще и вот так проявляюсь. И вот эти части, их очень сложно принять. А если ты их не примешь, ты не можешь быть собой. То есть целостным ты, ну, не получится быть. И сны в том числе, они помогают, они прям все показывают. Это настолько ты думаешь, что ну я уже разобрался в этой теме, я уже все, но тебе продолжает и продолжает сниться. Ты Кошмары думаешь, снят. ты думаешь, ну что, ну как бы, жизнь, она бесконечный процесс самореализации, самоидентификации, актуализации себя, понимания этого мира, понимания вообще, как оно все здесь устроено, как я устроен, для чего я пришел, чем я могу помочь этому миру, какая моя здесь задача. Не просто вот эгоистическая, как мне кто-то недавно сказал, что у нас жизнь это отдых. Мы сюда отдыхать приходим. Я такая Мгм. думаю, интересная позиция. Она, конечно, имеет место быть, но для меня все. И я не могу сказать, что это полноценная работа, но это что-то между этим. Но ты всегда все равно находишься в работе, и во внутренней работе, и во внешних преодолениях, и учишься жить так, чтобы тебя а, переставала задевать что-то в жизни, как крючками, не зацеплялась за тебя, чтобы ты вот был прозрачным и без вот этих вот пенечков, если ты как бы проходишь и тебя все цепляет. Такая фраза мне очень нравится есть. Если тебя что-то цепляет, значит, у тебя что-то торчит. Да, совершенно верно. Давай про сон. Да, Как мы немножко еще? ушли. Да? Мы вспомнили профессора, самого главного человека, который рассказал про сны. Но мы знаем, что история-то раньше началась, но именно благодаря профессору, благодаря его работе, благодаря его трудам, а, нам проще и легче. Он дал нам инструмент практически. Это инструмент, который может каждый, пройдя обучение, применять в своей жизни. Хотя бы начать обращать внимание на то, как мы ложимся спать, как мы готовимся ко сну, как мы просыпаемся. Вот этих элементарных вещей сейчас практически никто не использует. Все либо просто идут и падают в кровать и нервно просыпаются от будильника, да? Настолько мы сейчас в этом процессе, в вечных каких-то бегах, и нет возможности остановиться и прислушаться. Потому что через сон мы получаем информацию про то, что может произойти с нами сегодня. Да, в том Что числе. где-то что-то там остановиться, где-то обратить внимание, где-то замедлиться. Может там пролететь, да, мимо машина какая-то или еще что-то. То есть возможность донести до людей, насколько важно обращать внимание на сны, на этот период времени, 8 часов из 24 часов. И мне нравится то, что каждый раз мы как раз вот эту стадию, да, проживаем, что сон — это маленькая смерть, что мы сменяем мерность, уходим, и у нас есть возможность через сон познать настоящих себя, встретиться со своими какими-то внутренними тенями, архетипами, Да, той части, которую мы в себе не принимаем, и которые мы думаем, что это не я, это другой человек. да, это правда. Так и есть. И
Для меня вот сон это же бесплатные, просто абсолютно бесплатные Вот. знания о тебе. И как бы здесь даже вот никакого волшебства. То есть иногда кажется, что а, люди, которые используют сны в жизни, они иногда принимают такие очень нетривиальные решения. Когда другой человек спрашивает, почему ты так поступил, ну, вообще там на тебя даже не похоже. Ну, как бы. И тут человек говорит, ну, мне вот сон там приснился. Это, ну, люди там как бы крутят у виска немножко такие, в смысле, какой, что сон. Но на самом деле эта информация во сне, вот как ты сказала, она действительно очень, очень точная, очень важная, если ты ей следуешь, что ты 100%, даже если ты непонятен этому миру сейчас со своим решением, то для себя ты делаешь просто наилучший, самый точный выбор. Вот как говорится в онтопсихологии, вообще из всех вообще вариантов выбора, всегда, когда мы принимаем решение, нужно вот как бы слушать себя. Опять же, это можно делать через сны, либо вот как бы интуиция. Вот как бы обычно она подкидывает такую очень вяленькую такую информацию, которую мы рациональностью обычно отключаем, такие, ну это вообще какая-то ерунда, это недоказуемо, это вообще как-то. Но это на самом деле самый обычно, вот единственное, есть всегда точное и верное решение, оно всегда одно. И оно всегда в том числе покажется во сне, если тем более ты стоишь в жизни перед каким-то очень важным выбором. Вот также я на примере, на обычном просто вот там бизнес-процессов, вот какая-то сделка есть. У тебя завтра переговоры с людьми, вы будете подписывать контракт. И это что-то очень важное. Но по твоим ощущениям, когда ты идешь туда, как не просто так всегда. Мы думаем, что мы сейчас получим там сверхприбыль, мы как-то все вот мы рационально рассматриваем это. То-то, то-то, то, а сон тебе просто показывает все, как оно будет на самом деле. И еще на сон можно задавать запрос. Но это уже такой немножко level up. Если мы никогда этим не занимались, просто взять и так лечь и сказать, так, покажи мне, что мне делать там с этой сделкой. Ну, скорее всего, сон мне тебе будет показывать вот этот, ты посмотри, тебе тут нужно к врачу сходить вот здесь, а здесь тебе надо это, какая сделка, забудь вообще, тебе туда не надо. Вот. Но если мы уже как-то этим инструментом пользуемся, то мы можем вот через это точно знать, какое решение нам нужно принять. И вопреки всему нашему рациональному, мы можем увидеть во сне, что нам туда не надо. Потому что эта сделка разрушит, допустим, твою компанию, она разрушит тебя как личность. Да, она принесет тебе сверхприбыль, но ты потеряешь что-то в этом во всем процессе важное для того, чтобы идти дальше, для того, чтобы как раз быть в контакте с бытием, для того, чтобы быть прозрачным для себя и как бы вот это пресловутое счастье, которое все ищут, оно культивируется в человеке в тот момент, когда он делает именно свои правильные выборы, когда он для себя как бы вот это делает. И сны, они, безусловно, вот это все очень-очень четко показывают. И если это понимать, то тут можно просто вот в прикладных вещах использовать. Это даже, это просто, ну вот, везде. И я очень рада, что я владею этим инструментом, и что все больше людей тоже в это все включаются, потому что, ну, это действительно, это вот просто твой бесплатный, я не знаю, психолог, таролог, там, астролог, кто к кому бежит в каких случаях. Вот тебе, у тебя сон есть. Ты можешь просто закрыть глаза, поспать ночью, проснуться и знать, что тебе делать. Четко. Как бы Да. все самое гениальное, оно просто, как бы казалось. Но люди действительно, очень многие, я еще вижу, до сих пор есть вот эта психология, как-то уже, слава тебе, Господи, мы разобрались, и большинство людей понимают, что это важно, что это уже не является каким-то стереотипом, что если я иду к психологу, наверное, я на каком-то там учете уже в психиатрической больнице стою или там еще что-то.
Но со снами еще, к сожалению, оно все как бы так. Очень многие это воспринимают эзотерикой. Какой-то, чем-то вообще, что-то, какое-то волшебство, это что-то недоказанное, это какая-то очень странная тема. И тоже вот на своем примере из клиентского опыта пришла девушка, мы провели с ней как бы консультацию, мне после консультации пишут, я в шоке, я не думала, что это все психологическая консультация, что это наука, я вообще не ожидала. Я, говорю, просто, ну вот, по интуиции, вот как бы захотелось, я пришла, вот, вообще часто у людей любопытство, что-то новенькое. Мгм. А по факту ты как бы больше, то есть, потому что мы несерьезно относимся к своим снам. Кажется, какая-то ерунда, это вообще, кто интерпретирует сны, это какой-то этот очередной эзотерик, маг-волшебник, но нет, ну, это, не знаю, как цифры, математика очень, на самом деле, точная такая вещь, которая все очень четко показывает. Просто, опять же, нужно владеть инструментами для того, чтобы это увидеть. И можно этому обучаться для себя. Я когда пошла на первый свой практикум к Елене, я не думала, что это меня приведет к тому, что я буду это как бы использовать для работы с людьми, потому что я сначала шла просто всегда вот, мне надо, потому что мне надо. Я хочу сама с собой вот знать, я хочу владеть этим инструментом, и я хочу понимать. Но сначала было очень сложно. Раз я вообще такая, ну, вроде бы вот есть теория, вроде бы я ее поняла, но все равно очень-очень-очень сложно понять. Я так это, наверное, пользуюсь еще случаем, такая небольшая рекламная пауза. Это как раз Елена наша будет проводить скоро Проводить. практикум, да, и это очень невероятно. Естественно, бывает раз в год сейчас, вот как раз-таки почувствовать это через такого очень сильного проводника, потому что, ну, как бы этому обучать, это целое мастерство, и к этому можно вот прикоснуться, сходить просто вот для себя. А если кто-то является специалистом и работает с людьми в любой, это очень поможет вам людей понимать, потому что с собой очень сложно разбираться, но других понимаешь быстрее. Но я помню одну такую вещь, очень запомнила, которую говорила Елена на первом практикуме. Я очень долго изучала тему снов, но вообще ее не применяла с другими. Скажу почему. Вот из-за этой фразы. Она сказала, что пока вы не разберетесь со своими снами, не надо вам, пожалуйста, лезть вот это вперед батьки и к другим, потому что это правда, это всегда. Ты, когда уже более-менее разобрался, там сколько-то лет прошло, и ты начинаешь, ты других хорошо считываешь, а себя по-прежнему плохо. А нужно вот наоборот, сначала с собой, и это супер level up. Как ты свои сны начинаешь понимать, вот достаточно прозрачно. Понятно, что есть нюансы, мы про них проговорили на примере сказала, то, что с 6-летним опытом все равно ты где-то не то чтобы ошибаешься, это не про ошибку, это про то, что наш мозг склонен хорошее приукрашивать, а плохое преуменьшать. И он такой, ну это нет, так не будет, это вот будет вот так, а сон тебе уже все показал, оно как будет. Вот Да, поэтому. в антропсихологии есть очень классные инструменты. Вообще профессора я обожаю, люблю. Как семантическое поле, да, про который тоже можно целый час говорить. Он все это объяснил, и это все является как бы основой, да. И когда твое внутреннее поле чистое, то есть у тебя нет внутри твоих собственных кошмаров и теней, да, с которыми ты борешься, тебе намного проще уже работать с другими людьми. Да, это так и есть, и это нужно учитывать. Конечно же. Но тем не менее, если есть интерес к этой теме, ну, как бы не нужно включать перфекционизм и думать, что ну я там за один раз все пойму или что-то. Это Это путь, путь, но да. он, Он он, шикарный. он очень увлекательный, он очень интересный. И через Да. этот путь ты
открываешь новые грани, потому что ты в первую очередь все равно себя узнаешь. Вот через эти практикумы, через супервизии, безусловно, всегда. И это, ну, большого как, стоит. Это на самом деле, ну, это бесценный опыт, который, я бы сказала, ну, практически даром можно получить, потому что это уникальные знания. И Да, и есть возможность как раз и супервизию пройти, да, быть в этом поле, то есть это поле тебя еще и усиливает. И Лена вообще, она сама ученица профессора, она рядом с ним провела столько лет, и как она передает эти знания, я просто иногда... это невероятно. Да, невероятно, и это поле, и благодаря как бы этим знаниям, да, благодаря этим обучениям я познакомилась с тобой, и у нас есть возможность вместе расти, вместе взаимодействовать. И это вообще прекрасное общество. Да. Приходите, обучайтесь, познавайте себя. Это классный инструмент. Сон очень важен. Так же, как и наша дневная жизнь. Да, и нужно на это обращать внимание. Просто даже если вы сейчас пока не понимаете, как вообще понять сны, просто попробуйте на этом фокусироваться и просто записывайте их. В какой-то момент вы, может быть, решитесь пойти либо на консультацию, либо вот, может быть, не в этот раз пойдете на практику, но потом решите. То есть у вас уже будет еще и материал, который вы уже соберете, и этот материал это работа с собой, это работа, даже не работа, это знакомство с собой, с настоящим, и с тем, как мы видим, какие паттерны у нас есть в жизни реагирования на разные ситуации. Сон всегда покажет, что нужен ли тебе этот человек, как у тебя был с ним контакт. Тебе функционально вообще это все было? Вот оно тебе принесет в жизни плоды какие-то? Мы сейчас не про вот это использовать людей только когда они пользу приносят. Это чуть глубже, поймите правильно, это что-то, а, то, что люди рядом с тобой, они либо тебя усиливают, либо они Да. тебя обесточивают, разбирают по кусочкам. И если мы недостаточно осознаны в реальности, чтобы это понять, он нам покажет очень четко, нужен ли тебе этот партнер по бизнесу, тебе нужен ли этот человек ВКонтакте вообще в твоей жизни, что он Да, несет. правильно ли ты идешь, правильно ты Вот. выбрал направление. Ну, то есть даже по договорам каким-то, да, по бизнесу, это очень... Почему предприниматели выбирают онтопсихологию, изучение онтопсихологии? Это вот Потому продолжение нас во внешнем мире. Да-да-да, потому что в теории можно много чего там понимать, как посчитать, как сделать проект рентабельным, как вообще увеличить все это, масштабировать. Но если у тебя есть понимание психологии, понимание себя, понимание вот опять же того, что ты можешь пользоваться своим бессознательным, которое сначала в течение дня собирает файлы, информацию, а потом тебе ночью, как кино, все показывает, а что на самом деле было? А вот здесь ты прохудился, здесь ты слишком открылся, а вот этот человек тебе Да, не полезен для твоего бизнеса. Лучше тебе этого сотрудника, как бы, допустим, поменять, а вот этот вот хороший, ты его лучше вот сюда поставь, и вот это вот все сделай, потому что, в частности, у предпринимателя часто его психосоматика, она может влиять не на его здоровье, а на его бизнес, потому что это бизнес, как бы да. часть его. И это может переходить как бы туда. И это действительно очень уникальные инструменты, поэтому его предприниматели, ну вот я бы сказала, такие, которые а, Акулы а, бизнеса. да, я вот пытаюсь просто слово подобрать, такие вот, которые более open mind, наверное, сейчас в жизни открытые, они этот инструмент сразу схватят, потому что они Мгм. понимают, что это просто что-то бесценное, когда ты можешь, тебе не нужно каких-то там собирать советы директоров, с кем-то советоваться, как принять решение, ты просто все есть. Все, ты точно знаешь, какие тебе надо сделать шаги, и что, как, чтобы все заработало так, как ты это задумывал, как ты это хочешь.
Да, теперь у меня случилось дежавю. Скорее всего, я уже во сне видела, что мы с тобой сегодня будем говорить об этом. Ну вот, как-то так, ребята. Жизнь с нами разговаривает, и это вообще классно. Да, дежавю, на них внимание, это не просто так, но а, да, не улетать, главное. Да, не улетать, главное не улетать. Что еще ты можешь порекомендовать нашим слушателям, для тех, кто далек от онтопсихологии, для тех, кто вне психологии? Да. Я бы порекомендовала, если в частности снов, как я уже говорила, просто попробовать. Попробовать туда фокус внимания направить. Это правда вам может помочь. Даже если вы пока что в чем-то сомневаетесь, нужно не делать, что вы слышите. Нужно делать выводы всегда потому, что вы сами прошли, почувствовали и поняли, как оно работает. И я бы рекомендовала, во-первых, если вы будете к своим снам и к подходу ко сну и к просыпанию, это в целом улучшит вашу жизнь. Это, правильно отходить ко сну, правильно просыпаться, это очень сильно влияет на состояние. То есть там дополнительными бонусами будут еще определенные какие-то моменты в жизни происходить. А если мы говорим про в целом вот такое какой-то совет на миллион от онтопсихолога, я всем желаю учиться слушать себя. Это очень непростой процесс, но он, опять же, тут можно это делать через сны, но если это пока по каким-то причинам недоступно, либо недостаточно веры в эту тему, то просто именно почувствовать интуицию свою внутри. Она всегда дает правильные ответы, но она очень тихо с нами разговаривает, и она говорит один раз. И вот поймать этот момент и услышать его, и принять, это тоже будет влиять на ваш выбор, а ваш выбор каждый, он влияет на то, как происходит ваша жизнь, и куда вы вернете, куда вы придете, и какие результаты вы получите. Потому что любой процесс работы с человеком, он всегда мы смотрим на результат. То есть, с чем человек пришел, какой у него сейчас результат в жизни. А если процесс, прогресс, да, как бы по результатам. Не потому, что мне кажется, я там это, какие результаты мы получаем. То есть вот фактически, что в нашей жизни физически происходит. И если научиться следовать вопреки своему разуму, рациональности, интуиции, то ваша жизнь очень сильно изменится. И я вот желаю этого всем, кто еще пока далек от всех практик, психологии и так далее. Это такой, наверное, самый важный момент, который можно уже применять здесь и сейчас, но это просто нужно вот заходить в тишину как бы с собой и учиться слушать этот тихий-тихий голос, который он всегда пробивается, он всегда во всех ситуациях он подсказывает, но мы часто так, неважно. А потом что я же думала, надо было так. Да. Я же чувствовал. Да, и вот учиться этот путь сокращать. Мгм. Не сразу будет получаться, но в какой-то момент вы придете к этой точке, когда вы будете слышать голос и говорить, я не знаю почему, но мне надо вот так сделать. И Да. все. И тогда войдете в поток, и жизнь вас будет вести, куда вам нужно, к нужным людям, к нужным ситуациям, к нужным жизни для вашего развития и во благо всему. Дорогая Анастасия, благодарю тебя за этот эфир. Взаимно. Да, это было нечто. Я на время смотрю, это 1:20 как пролетели, даже не заметили.
Благодарю тебя за то, что ты не отказала, за то, что ты поделилась. Жаль, что я тебя не вижу вот так. У меня ты так и не появилась. Благодарю. До скорых встреч. Я знаю, что мы с тобой еще не раз встретимся в эфирах. Мы с тобой обсудим другие важные открытия в сфере онтопсихологии. Ты классный собеседник. Пусть все, что ты загадала, желаешь, пусть все сбывается легко. Благодарю тебя. До новых И я встреч. благодарю взаимно и благодарю за приглашение. Всегда рада и точно еще встретимся. Мне тоже было очень приятно и поделиться, и побыть в твоем поле. И вообще верю, что когда-то и мы обязательно встретимся. Поэтому спасибо Обязательно. онтопсихологии, что Спасибо. она сводит с такими прекрасными, невероятными людьми. Поэтому до скорых встреч. Да. До Благодарю. скорых встреч. Благодарю, Желаю. дорогая. Все, всем спасибо. Всем пока-пока. Спасибо.